С 11 августа этого года в силу вступил приказ Министерства образования страны о новых правилах подготовки водителей и новых требованиях к автошколам. В частности, документ предусматривает образовательные программы для мопедистов. О том, как изменится обучение в автошколах, расскажет Виолетта Засимова. Реформа предполагает появление дополнительной категории М-мопед, повышение квалификации с автомата на механику и новый предмет «Психология для водителей». Автошкола проверит на соответствие новым стандартам, в частности, материально-техническую базу, пропускную способность и программу обучения. В республике у нас всего 79 школ зарегистрировано, в том числе в городе Якутске у нас 18. И, соответственно, площадки закрытого типа у нас по республике 50. Около 50, и в городе Якутске всего 6 площадок. На сегодняшний день у нас только ДОСААФ дал заявку, остальные пока уже потихонечку тоже дают заявки. Отметим, что ГИБДД также предлагает увеличить госпошлину за водительские права и подготовила соответствующий законопроект, который при одобрении правительства России вступит в силу уже с 1 января 2015 года. В таком случае водительские права будут стоить около 6,5 тысяч рублей вместо установленных в данное время 800 рублей. Увеличиваются часы теории, это вводит еще психолога. Единственное, то, что жаль, то, что практических часов на вождение их очень мало. Надо добавлять в основном именно практика в городе для кандидатов в водители, скажем так. И от этого уже зависит процент сдачи, во-первых, и уровень подготовки уже непосредственно самих водителей. Ужесточение процедуры получения водительских прав позволит, по словам сотрудников ГИБДД, повысить эффективность обучения вождению и уменьшить количество дорожных аварий по вине недостаточно опытных водителей. Виолетта Засимова, Андрей Рукавишников. Новости столицы.